Раньше почти все ингушские женщины владели войлочным искусством, но сейчас в республике таких мастериц всего несколько. Одна из них – Ася Саутиева. За истинг она взялась 6 лет назад, как только переехала из Казахстана на малую родину. Трудолюбию и усидчивости рукодельницы можно лишь позавидовать. На один такой войлочный ковер у Аси уходит не меньше месяца ежедневной работы. Но мастерица это вовсе не в тягость. Она отдает дань древнему наследию своего народа. Если наши предки раньше использовали войлок даже в качестве подстилок на кроватях, и я вам скажу, что на такой войлочной подстилке очень крепкий сон. То есть своего рода это все равно такой проводник, который позволяет не только обогреть человека, но и успокоить нервную систему в том числе. И действительно, это так и происходит, работая с войлоком. Это просто нужно ощущать, какие ощущения приходят к человеку. То есть человек абсолютно сосредоточен на этой работе. То есть он ни о чем плохом не думает. То есть войлок сам по себе успокаивает. Из Швеции жнец Ася уже 30 лет занимается художественной и ручной вышивкой. Увлекается бисероплетением, работает на швейной машине. Владеет мастерством вязажа. Она еще и хороший парикмахер. У рукодельницы 2 высших образования – дизайнер костюма и педагог-психолог. Но именно к войлочному искусству у Аси особое отношение. Все благодаря семье. В роду и бабушка, и прабабушка, и мама, все прикладники, помимо основных каких-то своих работ, они занимались еще прикладным. Прабабушка моя тоже валяла ковры. До депортации они этим занимались очень плотно. Вот. Бабушка моя, мамина мама, тоже занималась прикладным. Она вязала, вышивала. Мама, и так я и своим дочерям тоже передала. Это все передается по наследству, генетически. Чаще всего Ася берется за заказы, которые интересны ей самой. Сейчас она, к примеру, занята эскизом курхарса. Идеи мастерица черпает из книги Танзилы Дзауровой. Там представлены десятки ингушских орнаментов, а сырье закупает в соседних регионах. Параллельно возрождаются какие-то мысли, хочется сделать что-то интересное. Если есть время, мы, конечно, это воплощаем. И воплощаем это довольно-таки неплохо, потому что у нас есть ученики, которые в том числе подсказывают, тоже свои идеи подбрасывают нам. И мы как-то сообща вместе работаем. Сейчас на постоянном обучении у Аси 3 мастерицы. Девочки уже готовятся к участию в чемпионате WorldSkills Russia. Рукодельница считает, что работать с войлоком детей нужно учить с детства. Войлоковаляние хорошо развивает мелкую моторику. Возрождать наше войлочное ковроделие и различные направления. То есть и у нас очень много было искусниц, очень много мастеров, которые в свое время просто не смогли дальше продолжать свои работы по разным причинам. Ну и вот сейчас у нас есть уникальная возможность этим пользоваться. Я думаю, что только равнодушный останется и не будет привлекать себя и этих детей своих к этому искусству. Поэтому это важно. Для меня это важно. Сейчас Ася также готовит проект, чтобы познакомить детей во время зимних каникул к золотошвейному мастерству и войлоковалянию. Программа рассчитана на 8 дней. Так мастерица хочет популяризировать рукоделие среди школьниц. Хава Казикова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.